Всем привет, дорогие друзья! Я собралась готовить сегодня суп из консервов, из сайры. Так что я воду уже положила. Ждем, когда она закипит. И будем дальше уже класть в суп ингредиенты. Ну, я, друзья, тоже с вами поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Да, Машенька уже успела почистить картошку, нарезать лук, морковку, поставить воду на нагрев греться. Кстати, вода там 1 литр примерно, чтобы не забыть. Так, дальше у нас там рис. И будет, конечно же, главная составляющая этого супа, конечно же, консервы из сайры. Сайра в масле. Это, так сказать, суп палочка-выручалочка. Ни одно ведро, вот буквально 5 минут назад мы смеялись с Машей, ни одно ведро этого супа мы, наверное, съели в свое время. Этот суп, как бы он дежурный суп. Всегда он помогал при например, основное применение было на сенокосах. Потом в тайге, когда на охоту ходили, потом за ягодами, просто в походы. Ну вот, как говорится, суп палочка-выручалочка. И до сих пор, даже дома, этот суп часто готовим, часто варим этот суп и часто кушаем. И всегда он получается очень вкусным, наваристым. Ну, если можно так сказать, это суп из консервов наваристым. Но он вкусный и сытный, самое главное. И варить всегда очень быстро. Вот что-то хочется по-быстрому горяченькое что-то покушать. Всегда придет на помощь суп из рыбных консервов. Ну, как говорится, вода у нас закипает. Сегодня у нас в помощниках опять снова это плита. Пчелка жужжащая, так сказать. Никак мы от нее не можем отказаться. Вот, пока еще не шумную не прикупили. И вода закипает, друзья. А потом уже все по порядку покажем. Намеренно, друзья, отказались от пастеризации овощей, лука и моркови, потому что, думаем о моем желудке. И Маша думает тоже о моем желудке. И жарить принципиально не будем. А так, конечно же, когда жарим морковку и лук, всегда вкуснее. Ждем. Вода вскипела. Закипела, да, уже? Да. Вроде бы простой суп, а болтовни у меня, как всегда, друзья, очень много. Так, кладем картошку сюда. Можно этот суп назвать еще суп все в одну кастрюлю. В один момент. У нас сразу сюда же идет лук. Если будете пастеризовать, то возьмите кастрюлю, на которой можно жарить с толстым дном. Сначала лук и морковку пожарите, они подружатся, и только после этого добавляете воду и картошку. Я правильно определил, Маша, да? Да. Все правильно. Я человек в этом деле не новенький. Кто-то из подписчиков, помнишь, мы выпечку сейчас крайнюю делали. Говорит, откуда ты, Сережа, знаешь вот это все мелкие подробности? Это тебе, наверное, говорит, Маша пишет текст, а ты просто читаешь. Ну, друзья, выпечки мне пекла мама с детства. И я частенько помогал ей на кухне. То картошку чистить, то формочку там смазывать маслом. Так, рис. Рис промытый просто, да? Рис промытый, да. А знаете, пропорции этому супу в описании напишу тоже, друзья, чтобы уже там... Ну, я могу и сейчас сказать. Так, картошку... Я не знаю, литр воды, морковка 1, лук 1, риса 3 столовые ложки. Ну, картошку где-то, наверное, полкило. Полкило же есть, да? Ну,
Нет, где-то 5-6. Ну, у нас картошка мелкая такая, мелкую почистила. Где-то 5-6 штук. 6 штук, наверное, было. Картошки, да? Да. Ну, если средник, то 4. Да. 4 картофелин такие. Соль примерно. Ну, я по вкусу потом еще буду пробовать. Так. Это на оперативчик такой, да? На опережение, чтобы немножко соль дала. Вот так. Ждем, друзья, когда все это закипит. Вот это прелесть. Все. Вариантов много этого супа. Но вот мы как готовы вам покажем. У нас все медленно кипит. Так, сайру открыли. Выкладываем в тарелку. Некоторые, друзья, вот эту жидкость, рассол или как это, выбрасывают. Не, мы еще суп кладем. Вот. Немного можно измельчить, конечно, это все. Как ты будешь измельчать или не будешь? Или не надо уже мелкое, да? Можно измельчить, можно и нет. Можно пополам сделать рыбки. Ну, где-то у нас уже 15 минут вот варится картошка, морковка, рис там. И сюда же сейчас будем сразу добавлять уже, потом уже эти консервы. Пускай они подружатся тоже. Вот. Тихонько все это сюда выливаем. Такой густой получился у нас. Ну да. Сюда добавляем сразу лавровый лист. Небольшой. Да. Небольшой. Ну, в принципе, осталась ерунда. Добавить зелень немножко, как закипит. И Немножко добавлю еще соли. ну, проверяйте. Ну, соль, друзья, это на вкус. Все берите на вкус. Так. И пусть закипает. Да. Тоже доводим до кипения. Сюда мы добавляем сливки 10% стакан. Ну, стакан у нас где-то 150 тут получилось. Можно 200 добавить смело. Это для вкуса, друзья. Ну, а в лесу, там, в походах, сливки же не найдешь, да ведь? Но всегда, друзья, под рукой сыр плавленый, сливочный, дружба, орбита, там еще какой-то. И, пожалуйста, добавляйте, если нету сливок, а есть плавленый сыр, Мир, дружба, фестиваль его очень меняет вообще в лучшую сторону вкус супа. Намного в лучшую сторону. Но мы находимся в домашних условиях. У нас в холодильнике были сливки. И, пожалуйста, ждем закипания всей этой вкусноты. Вот. И дело осталось за зеленью. Последний штрих, друзья. Но у нас сушеная зелень. Зеленый лук или как? Да? Добавляем. Пускай протомится еще немножко. Ну, минут 5 буквально. Протомится. Даст аромат еще зеленого лука. И суп готов, друзья. Пускай это все протомится. Суп практически готов. Все. Пускай он действительно протомится, пропитается еще. Ну так. Каждый суп должен настояться. Это обязательно. Это все приходит в норму, так сказать. Доходит этот суп до настоящего состояния, чтобы можно было наслаждаться вкусом. Хотя можно сказать, что какие наслаждения вкусом супом из консервов. Ну, вот такое наслаждение консервной. Короче говоря, уже включимся потом, как будем дегустировать.
Время дегустации, друзья. Посмотрите, какой суп этот наваристый. Ой, горячий, ароматный, вкусный. Маша улыбается, как всегда. Простой суп, ну, замечательный. Покажи, какой он наваристый. О, смотрите. Просто прелесть. И очень вкусный, друзья. Очень вкусный. Видите, как еще все дымится еще, как будто только-только с костра, можно сказать. Друзья, Маша пробует. Все с волнением ждем. А волноваться-то нечего. Мы знаем, что этот суп простой, но очень вкусный. Мгм. Да, Сливки придают, наверное, все равно особенность такую, нежность. нежность, да. Да. Вспоминается сразу сенокос. Или также походы, когда мы ходили. Самое быстрое это, конечно, рыбный суп. Открывали баночку и вот так быстро все и готовилось. Или суп, или с картошкой даже. Да, да. Вот это ем, вот это и вспомнилось то же самое. Суп очень вкусный. А пока Маша кушает и наслаждается рыбным супом, я тоже вспоминаю свои походы. Походов было немало, конечно, и лесных, и на сенокосе. С измальства меня брали на сенокос, и в тайгу тоже. Ну, чаще почему-то вспоминается вот этот сенокос. И когда отец работал, он на сплаве работал, и он постоянно меня брал в лодку к себе, и мы ездили на моторной лодке, и он как бы дежурил, этот вот лесной сплав идет, бревна по реке плывут, и он дежурил, чтобы на отмели эти бревна не застряли и все такое, и я постоянно был у него в лодке. И когда они с товарищами или на сенокосе тоже старшие варили там суп, не на донышке оставались, ну, немножко, ложечку оставляли этих консервов, чуть-чуть, ну, хотя бы одну ложечку. И я ждал и с таким с удовольствием это, ну, чисто консервы ел. Потом эту баночку сжигал на костре. Ну, интересно, маленький мальчик, и все интересно, что будет с банкой происходить, когда на огонь это все вспоминается. Или, например, идешь, вот обошел путик такой усталый, время где-то, ну, скажем, час, вот, присел обычно путики делятся на две части, до обеда и после обеда, и обычно обеденное место всегда приходится на одно и то же место, и сядешь туда, там уже ложка, постоянно на путике, на охотничьем путике, там ложка прямо вот на дерево, мы клали ложку, и там эта ложка постоянно там была, сколько, 10 лет. Если я сейчас поеду, да, прошло, наверное, 30 лет и больше уже, там эта ложка до сих пор есть. Вот. Берешь эту ложку и кушаешь эти тоже консервы. Вот. Ну, разное, конечно, но в том числе и тоже рыбные консервы тоже были. И иногда тоже, когда не урожай, так сказать, на дичь, рыбные консервы тоже выручали. Не сразу же, не всегда же дичь надо поймать, пока ты щелки поставишь, потом и еще что-то. Вот. Ну, мясные консервы само собой, но это ведь для разнообразия и рыбные консервы тоже были. Это все вспоминается. Вот. Казалось бы, простой суп, друзья, да? Простой, дешевенький такой. Ну, кто-то даже не согласится, что он вкусный и вредный для здоровья из консервов. Ну, я не знаю, мне нравится, и Маше, думаю, нравится. Видите, тарелка уже там, от тарелки ничего не осталось, все уплетается. И я, конечно же, когда закончу съемку, тоже это буду кушать. И на завтра, на обед тоже это буду кушать еще, потому что кастрюля для двоих, нам еще много его кушать. В холодильнике ничего с ним не останется. Вот так. Ну что, Маша? Ай, как вкусно ты кушаешь. Приятно аж смотреть. За супчик тоже спасибо большое тебе. Вот.
навеяли воспоминания и опять немножко взгрустнулось. Вот так. Ну, даже не взгрустнулась, а такая приятные воспоминания с ностальгией немножко по лесу, по походам. Именно мне. Может, Маша еще это не это самое, она и за ягодами еще ходит. И а больше и все. За грибами да за ягодами. На охоту Маша не ходит. Я попытался ее приучить. Маша не даст соврать. Попытался путики ее приучить. Но она пару раз, или сколько там? Раза 4-5, наверное, вместе сходили. И как я не стал ходить, уже потом она сама уже не ходила. Уже. Вот. Теперь дядя Ваня там ухаживает за этими путиками и ловит рябчики. Ладно, друзья, покушали. Маша, какая оценка супа? Конечно, себе 5. 5, а наши фирменные? Ческает. Ческит. Ческит, значит вкусно, друзья. Вот так. Ну все, заканчиваем этот ролик. Вроде бы такой, как уже говорил, простой суп, а наболтал, друзья, 3 короба. Молчишь! Ты же мне слова не даешь воткнуть! Ну и ухари ты себе нашла. Ты гляди, что он тут сейчас попер. Такого нагородил, не перелезешь. Добрых вам рассветов, друзья, и пускай они всегда приносят радостные вести. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А я вслед за Машей буду кушать рыбный суп.